Ингушетия открывает новую страницу в истории регионального спорта. На стадионе Сунжи собрались 4 команды. Участники – популярные блогеры. Первый матч противостояния Эскар против Берзлой сразу же приковывает внимание зрителей своей динамикой и непредсказуемостью. Несмотря на то, что участники не являются профессиональными футболистами, на поле разворачивается настоящая борьба. К концу первого тайма команда Эскар все-таки пробивает ворота соперников, открывает счет в игре. Атмосфера на стадионе невероятная. В футбол я последний раз играл лет 10 назад, в детстве, когда мы играемся, да, лет 14-15 было. А так, я люблю на PlayStation еще играть в футбол, но не смотрю за ним. Сегодня, я думаю, я нормально так в защите отыграл, учитывая, что я вообще не играю. И тем более, когда у тебя больше уже вес, бегать трудно очень, а я туда-сюда бегал все это время. Медиафутбол – это новый виток развития футбола, невероятный симбиоз спорта и популярных личностей. Это мощнейший инструмент популяризации игры с мячом, особенно среди молодежи. Видеть, как известные блогеры выходят на поле, вдохновляет многих заняться спортом, следить за противостоянием и, возможно, даже начать свою спортивную карьеру. В моей команде есть такие личности, как Рустам Мотивация, его почти... Не то, что Кавказ, его почти вся Россия знает, очень популярный человек. Дети подбежали сразу, когда он только пришел, тут был такой ажиотаж. Есть еще Чаир Кадыров, Вакуев Халид. Он более известен как Чаир Кадыров, киберспортсмен, блогер-миллионник. Тоже очень его любят дети и постоянно, куда бы он ни поехал, они за ним следуют. Организация турнира на высоком уровне, подготовленное поле, мячи, охрана, баннеры и невероятная поддержка болельщиков. Медиа-игроки делятся, что за тур в Ингушетии можно поставить только лайк. Организованность очень тоже довольны, как на регламенте было все по регламенту, все нормально, альхамдулилля. Мы очень рады, наши футболисты, все, что Эскар команда, что Берзлой команда, мы из Грозного, что Ингушетия, что Махачкала, мы все братья, альхамдулилля. Мы очень рады тут сыграть. Спасибо организаторам и вам, в том числе, город Ингушетия, братский народ. Спасибо вам огромное, мы очень рады побывать у вас. Если сейчас противостоят две чеченские команды блогеров, то следующий матч предстоит между Дагестаном и Ингушетией. Команда Ерик Шоу представляет наш флаг на Кубке Кавказа по медиафутболу, а ведь она создана всего за неделю до начала турнира. В составе Ерик Шоу наш олимпийский чемпион Хасан Холмурзаев. Также у нас и Хусейн Холмурзаев, Калой Картоев, Алаудин Исмурзиев, можно сказать, талисман нашей команды. Также и сам министр спорта тоже участвует в команде, не только и в помощи организации турнира, но и в целом нашей команды тоже. Кубок Кавказа по медиафутболу посвящен памяти Бувайсара Сайтиева. Это только первый тур. Участникам предстоит еще 3. Они пройдут в других регионах Кавказа. Планируем провести 4 тура. 3 тура у нас будет проходить. Первый тур в Сунже у нас сейчас проходит. Второй тур в Пятигорске, третий в Махачкале. Финальный матч у нас пройдет в Грозном. Первый Кубок Кавказа по медиафутболу – это действительно историческое событие для всего федерального округа. Организаторы уверяют, что турнир станет ярким и запоминающимся событием, закладывая фундамент для развития медиафутбола как в нашем регионе, так и в соседних субъектах. Амина Зязикова, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз 24.